Свое погружение в жизнь спасателя Магомед Баталов начал с норматива по пожарно-строевой подготовке. Инструктор объясняет, как правильно облачиться в снаряжение пожарника. На все про все дается 40 секунд. Затем сотрудники проводят первый экзамен по боевой готовности. В пожарной части прозвучал сигнал тревоги. Очень тяжело, если честно. Очень тяжело. И очень рабочий. Одна такая униформа весит 15 килограмм. Магомеду остается добежать до прогретой машины и занять свое место. С этим у нашего героя проблем не возникло. Если честно, это очень тяжело. И сама форма тяжелая. Но я думаю, что за 40 секунд я управился. Скорее всего. Профессионалы справляются с задачей за 13 секунд. Магомед выполнил наряд за 38, что для первого раза является неплохим результатом. Время в их работе главный союзник. Блоктур движется к тренировочной площадке пожарной части. Спасателям часто приходится работать с тушением многоэтажных домов. Самый безопасный доступ к квартирам, по их мнению, ведет через окно. Самое главное — охрана труда. Выбираешь центр тяжести, Понял. бежишь, подбегаешь, Ага. перед собой ставишь, Ага. закидываешь и пошел. Все. Магомед быстро подхватывает лестницу и бежит к макету. Без каких-либо сложностей у него получается зацепить трап и аккуратно подняться наверх. Миссия выполнена, препятствие преодолено. Наш герой поделился своими впечатлениями. Это очень тяжелая работа. Тяжелая и в прямом смысле, и в переносном. Моральная тяжесть — это, конечно, отдельный аспект, да, потому что сама работа такая. Но помимо этого, вот сейчас я смог узнать, что работа пожарником — это очень тяжелый труд, который надо ценить намного больше. Еще я могу сказать то, что, конечно же, самое главное — это эмоциональные моменты во всем этом. Это адреналин, который очень сильно зашкаливает, это волнение, то есть ты понимаешь, что каждая секунда — это вопрос жизни и смерти, да, в каких-то моментах. И это все дает тебе определенное волнение, и тебе всегда надо именно быть хладнокровным в этот момент. И вот это действительно, наверное, самая важная черта в работе МЧС. Магомед Баталов уже несколько лет состоит в группе пожарных добровольцев, но в полной мере ощутить себя спасателем смог сегодня впервые. Совсем недавно, пролистывая ленту социальной сети, он наткнулся на новость о блок-туре, которые проводят пожарные части для желающих. Сам он житель Магаса. Для экскурсии выбрал 4-ю Карбулакскую часть. Такое решение связано с тем, что это подразделение стало лучшим в республике после конкурса среди частей Ингушетии. Тут больше заслуга самой пожарной части, самих ребят и в отдельности руководства. А о том, что проводились какие-то мероприятия в конкурсах, мы об этом не знали, мы просто приходили, работали. Утром заступали на боевое дежурство, проводили работы по тушению пожара, уходили. И потом уже узнали, что наша часть признана лучшей по республике Ингушетия. За этот год им удалось предотвратить несколько сотен ЧП и спасти десятки жизней. На этом экскурсия блогеров не закончилась. Рассказали о принципе работы оборудования и снаряжения. Провели в диспетчерский центр и показали, как осуществляется контроль за ситуацией в городе. Пожарные спасательные службы. Во время блоктура на пульт диспетчера пришло сообщение о возгорании в Карбулаке. Прозвучал сигнал тревоги, и спасатели в считанные секунды были уже готовы к отправке. Магомеда взяли с собой. Сегодня ему предстоит поработать в зоне чрезвычайного происшествия. Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.